Год 2019 для имяконцев начался с морозов. Температура наружного воздуха опускалась до минус 60 и ниже. Этим не преминули воспользоваться любители экстрима. 3 экстремальных забега прошли один за другим. Первыми были марафонцы республики. При минус 48 каждый пробежал свою дистанцию. Затем молдаванин Дмитрий Волошин совершил беспрецедентный благотворительный забег, пробежав 50 километров при температуре минус 60 градусов. Следующим марафонцем-экстремалом стал итальянец Паоло Вентурини. Этот забег широко рекламировали в республике. Спортсмен ранее побывал на полюсе холода в зимнее и летнее время и определил свои цели. Сегодня мы немного подробнее расскажем об этом забеге, о том, как создатели проекта «Монстр Мороз» работали в одной из самых холодных точек планеты, где мы живем постоянно. Паоло Вентурини – высокий, стройный, спортивный, возраст немногим больше 50, сотрудник государственной итальянской полиции в городе Падуя. Бегом увлекается с молодости, в неделю обычно пробегает 170 километров. В послужном списке атлета уже более 20 ультрамарафонов. Ему принадлежит мировой рекорд по бегу при самой жаркой температуре – видеоблогер. С полумарафона перешел на марафоны, потом на ультрамарафоны, на дальние дистанции. Когда уже переходишь к таким видам марафонов, хочется попробовать более сложные экстремальные марафоны, например, в пустыне или в холоде. Бежать в жарких условиях – это терморегуляция, термообмен. В условиях холода – это дыхание. Нужно понимать, как дышать. Аймякон принято считать одним из самых суровых регионов планеты. Бросив вызов холоду и возможностям человеческого организма, спортсмен решился на этот рискованный и сложный забег. Человек не знает пределов своих возможностей, считает он. Перед сложным испытанием бегун тщательно готовился, изучал местность, общался, советовался с местными. По якутским традициям кормил речку, прошел обряд очищения. Но окунуться в незамерзающем источнике воздержался, не стал рисковать здоровьем перед самым ответственным моментом. Как? Теплое? Allora, mi è dispiaciuto tantissimo non poter partecipare a questa tradizione. Я с восхищением смотрел на людей, которые искупались. Тогда мне тоже захотелось попробовать окунуться. Но перед моим личным испытанием принимать участие в рискованном для здоровья эксперименте воздержался. Se avessi fatto il bagno ieri sera, probabilmente avrei avuto ancora più problemi.
L'estate? Troppo facile. No, beh, l'altro giorno siamo stati vicino al fiume. Очень интересное занятие. Но мы думаем, что если даже будет возможность приехать еще раз в Аймикон, то мы так и не рискнем искупаться. Вчера мы, говорит, были на реке, мы видели, оценили. Наконец настал день забега. Итальянца благословили в доме Арче, за что он искренне был благодарен и рад. Vi ringrazio anche per esservi svegliati così presto, essere pronti, puntuali. Благодарю вас за то, что вы так рано поднялись ради этого, ради меня, за то, чтобы благословить меня. Не задерживаясь на старте, двинулся вперед. Экстремальный забег итальянца – это не классический марафон. Его забег можно назвать сверхмарафоном. Через 3-4 километра специальная маска Паоло покрылась инеем. Дышать стало сложнее, видимость ограничилась. Но на скорости движения это не отразилось. Ok, lo aspettiamo, passo. Создатели документального фильма, съемочная группа итальянских операторов следят за развитием события, передают друг другу информацию с помощью рации, Olga, gentilissima, passo. тут же комментируют ход события. Tenuta stabilizzata, certi momenti bei, fluidi, scorda, telecamera fissa, avanti e indietro. Аппаратура съемочной группы на морозе долго не держится, хотя камеры укутаны в специальные чехлы, объектив аппарата запотевает, механизмы очень быстро замерзают. Meno 52 gradi, continua! Io ho preso un piumino. Мне очень повезло, что год назад я приезжал на полюс холода, скажем так, на разведку. Поэтому теперь приехал подготовленным к морозам. У нас специальные чехлы от холода, но все равно на улице аппараты быстро замерзают. Плохо то, что когда заходишь в тепло, объектив запотевает и некоторое время нельзя снимать. Lì ha preso troppo freddo la macchina, una volta venuta qui dentro si è appannata. Спортсмен движется с одинаковой скоростью 10 км в час. За марафонцем следят сотрудники МЧС республики и медик. Изредка спортсмен просит попить. Жена понимает его с одного движения. Вывести накопившийся негатив лучше таким способом. Крикнув громче, он набирает силы, чтобы двигаться дальше и не сдаваться. Это часть спортивного рывка, объясняет жена Паоло. Так как я всегда сопровождаю Паула, то готова к переменам его настроения. Я понимаю, что перед человеком стоит непреодолимая цель, и ему нужно выплеснуть негативную энергию, чтобы собрать позитивную энергию и двигаться вперед. Следует добавить, что марафон проходил в рамках проекта «Монстр Мороз». Это позволило спортсмену не только осуществить свою мечту – забег на экстремальном холоде, но и испытать современную морозоустойчивую экипировку, созданную итальянскими специалистами. Allora, io è da anni che ho delle collaborazioni con delle aziende. Я давно сотрудничаю с несколькими компаниями в плане одежды. В моих задачах не только рекламировать, но и помочь им протестировать определенные материалы, для того, чтобы это пошло на пользу для профессиональных спортсменов и для жителей тех или иных климатических условий. Questa tipologia di clima. На финише у стелы «Полюс холода» марафонца торжественно встречали аймиконцы с флагами России и Якутии. Температура наружного воздуха минус 52. Экстремальный забег итальянца завершился успешно. Спортсмен доказал, тренированный человек с сильной мотивацией и современными технологиями, которые его поддерживают, может делать вещи, выходящие за пределы принятого. Allora, di solito sono abbastanza calmo, anche se molto attento, perché in queste sfide. Обычно перед моими забегами я очень сконцентрирован и спокоен. Меня очень тронул обряд благословения.
И это мне очень помогло. Molto la cerimonia di benedizione che mi hanno riservato. Più tutti questi giorni che siamo stati qua, io ho potuto vedere. Волнуюсь я всегда. Я приехала пораньше в Имикон, посмотрела, что за место, какие могут быть трудности, и потому была немножко готова ко всему, хотя волновалась. В день забега мне просто некогда было волноваться. Была готова в любой момент помочь, поддержать, чтобы облегчить ему нелегкое испытание. E so solamente concentrata su di lui. Холодный проект вызвал интерес в том числе и в Италии, поэтому съемочная группа планирует показать по национальному итальянскому и по международному телевидению несколько документальных фильмов об Имиконе, его жителях и о марафоне на полюсе холода. Che bello. Bella, Allora, bellissima, se ce lo fai, guardate qua. bella. Che non è di tanto. Praticamente saranno 2 lavori. Из отснятых материалов мы создадим 4 выпуска документального кино о Якутии и ее достопримечательностях для национального итальянского канала. И отдельный фильм по проекту «Монстр Мороз» о забеге Паоло Вентурини. Anche a festival in concorso. Многие задаются вопросом, ради чего эти люди в таких условиях испытывают на прочность свой организм и дружно сходятся во мнении: экстремальный бег – это страсть. Omniacon, il polo del freddo. Omniacon, polo del freddo. Thank you very much, Yakutia.